начинать. Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қайырлы күн. Қостанай облысының өңірлік коммуникациялар қызметі алаңындағы кезекті брифинг. Бүгін студияда Қостанай облысы әкімінің орынбасары Спанов Ерлан Махмутұлы. Бүгінгі өтетін брифингтің тақырыбы экономика, қаржы, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру, облыстық әлеуметтік экономикалық жағдайын талдау, денсаулық сақтау, білім беру, облыстық және республикалық бағдарламаларды іске асыру мәселелері бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы. Уважаемые участники брифинга, мы приветствуем вас на площадке региональной службы коммуникации. Сегодня у нас в студии заместитель акима Костанайской области Спанов Ерлан Махмутович. Тема выступления о проведенной работе по вопросам экономики, финансов, организации государственных закупок, анализа социально-экономической ситуации в области здравоохранения, образования, выполнения областных и республиканских программ. Ерлан Махмутұлы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Құрметті брифингке қатысушылар, құрметті журналистер, мен облыс әкімінің орынбасары ретінде экономика, қаржы және мемлекеттік сатып алу мәселелері бойынша, ал әлеуметтік салада білім, денсаулық сақтау және спорт мәселелеріне жетекшілік етемін. Нақты экономикадан бастайын. Қостанай облысында өндіріс көлемі 10 қарқынымен өсімі байқалады. Осы жылдың басынан бастап 11 айдың қорытындысы бойынша облыстың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері өсу қамтамасыз етілді. Мәселен, ауыл шаруашылығының нақты көлем индексі 45,2%-ке өсті. Өңдеу өнеркәсібі 8,7%-ке, көтерме және бөлшек сауда 7,4 және 5,2%-ке, негізгі капиталға инвестиция 5,7%, құрылыс 5,1% және тұрғын үйді пайдалануға беру бойынша 2% өсті. Өздеріңізге белгілі, біздің облысымыз индустриалды аграрлық өңір болып табылады. Мәселен, екі негізгі сала бойынша ол өнеркәсіп және ауыл шаруашылығына жалпы өңірлік өнімнің 50% астамы осы екі салаға келеді. Айта кету керек, тек соңғы 5 жылда өнеркәсіптің үлесі 24%-тен қазіргі таңда 40%-ке дейін өсті. Оның ішінде өңдеуші өнеркәсіп үлесі 14%-тен 21%-ке дейін өсіп отыр. Бұл қарқынды дамып келе жатқан машина жасау саласының арқасында мүмкін болды. Экономиканы одан әрі әртараптандыру мақсатында біз өңдеуші өнеркәсіптегі инвестиция жобалар іске асыру үшін өңірге инвестиция тарту бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Ал ауыл шаруашылығында мал шаруашылығын дамытуға баса назар аударатын боламыз. Жалпы ауылдық елді мекендер дамытуға да назар аударамыз. Начиная с 2019 года, как известно, по Казахстану, в том числе по нашей области, соответственно, реализуется проект «Аул Ел-Бесігі». К примеру, в текущем году 32 сельских населенных пунктов, в которых проживает более 40 тысяч человек, проводились работы по улучшению социальной и инженерной инфраструктуры. На сегодня уже завершены 72 проекта на 7,5 миллиардов тенге. Проведено водоснабжение к селу Амангельды Карасузского района. Капитально отремонтировано 10 школ сельских, ФАП, Дом культуры, библиотека, а также проведен ремонт 58, это внутрипоселковые улицы в населенных пунктах. С 2009 года действует проект «Диплом село», призванный устранить кадровый дефицит сельских населенных пунктов. К примеру, только с начала текущего года в сельскую местность прибыло 588 специалистов, и, что самое главное, более 84% из них это молодежь. Оказаны меры социальной поддержки в сумме 1,2 миллиарда тенге, в том числе выданы подъемные пособия на 144 миллиона тенге и предоставлено льготное кредитование для приобретения жилья 1,1 миллиард тенге. Что касается бюджетной сферы, то вы знаете, что в декабре утвержден бюджет областной на 2023-2025 годы. В целом бюджет области на 2023 год составляет 521 миллиард тенге, что больше уровня 2022 года на 17,4%. На социальную сферу направлена значительная часть, это 306,4 миллиарда тенге. Кроме того, на сельское хозяйство 40,3 миллиарда тенге, на строительство жилья 26,6 миллиардов тенге, на сферу жилищно-коммунального хозяйства 21,2 миллиарда тенге, а также на строительство и ремонт дорог более 20 миллиардов тенге.
В сфере исполнения бюджета проводится следующая работа. Что касается доходов, то план перевыполнен на 14%. При плане 118 миллиардов тенге мы собрали налогов и других обязательных платежей бюджета, это 134,5 миллиардов тенге. По расходам также ведется работа по полному и своевременному исполнению бюджета. Бюджет области в 2022 году составляет 450 миллиардов тенге, и из которых освоено за 11 месяцев это 386 миллиардов тенге или 99,6% к плану на отчетный период. В целом бюджет области является социально ориентированным. Более 46% из общей суммы расходов или 206 миллиардов тенге направлены на решение задач именно в социальной сфере, благодаря чему все бюджетные социальные обязательства выполняются своевременно и в полном объеме. Теперь хотел остановиться уже на социальной сфере. Бюджет здравоохранения в области в 2022 году составил 88,2 миллиарда тенге. Проведены 20 текущих ремонтов объектов здравоохранения на сумму почти 460 миллионов тенге. Так завершен капитальный ремонт здания прачечной Кустанайского областного центра психического здоровья. Ведутся капитальный ремонт здания это второй поликлиники в городе Кустанай. В рамках празднования 150-летия Ахмета Байтурсунова построен медицинский пункт в родном селе Казахского Просветителя. За счет спонсорских средств в селе Аманхарагай Аулюкольского района построен и открыт в декабре месяце фельдшерско-акушерский пункт. Буквально на днях открыт инсультный центр в селе Аулюколь, который оснащен современным компьютерным томографом и ангиографом. Сумма инвестиций составили более 1 миллиарда тенге. Кроме того, только в этом году 3,3 миллиарда тенге направлены на оснащение наших медорганизаций медицинской техникой. В результате оснащенность медтехник увеличилась до 86%. Активно проводится работа по привлечению медицинских кадров в регион. Только с начала года прибыло 125 врачей, и что важно отметить, что 93 из них это специалисты уже со стажем работы из других регионов республики, а остальные это уже молодые выпускники. Прибывающим предоставляются меры социальной поддержки в виде выплат подъемных пособий, предоставления ведомственного и оплаты арендного жилья. В рамках повышения статуса врача по поручению президента с начала этого года повышена заработная плата в среднем на 30% это врачам и на 20% это среднему медперсоналу. Данная работа в ближайший год также будет продолжена. В год детей особенное внимание уделяется вопросам развития образования. В текущем году объем финансирования составил 151 миллиард тенге с ростом почти на 16% по сравнению с прошлым годом. Первостепенная задача для нас это обеспечение комфортной и безопасной образовательной среды. Для этого в текущем году было отремонтировано 108 объектов образования. На эти цели было направлено более 7 миллиардов тенге. Продолжается работа по укреплению материально-технической базы объектов образования. На эти цели уже направлено в этом году 2,2 миллиарда тенге, благодаря чему обновлены спортивное оборудование в объектах образования, обновлена ученическая мебель, учебный кабинет и STEM-лаборатории. Также продолжается обновление парк школьных автобусов. В этом году свои двери распахнула для учеников школа госязыкового обучения 320 мест, это в поселке Карабалык Карабалыкского района. Кроме того, открыты 2 частные школы в областном центре. Продолжается еще строительство 4 школ на 2080 мест. В фокусе внимания в год детей был и остаются дети с особыми образовательными потребностями. Для их успешной адаптации и социализации в текущем году в области расширена сеть специальных организаций. В 2 городах и в 6 районах области открыто 10 кабинетов поддержки инклюзии. Это в городах Кустанай, Рудный, кроме того, в Кустанайском, Миндагоринском, Сарыкольском, Амангалинском районах, а также в районе имени Беймбета Малина. В следующем году будут открыты еще 2 кабинета психолого-педагогической коррекции, а также еще 5 кабинетов это поддержки инклюзии. Кроме того, в рамках нацпроекта «Комфортная школа» до 2025 года в области планируется строительство 9 школ на 7,5 тысячи мест. Дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік спорттық тапсырыс шеңберінде бүгінгі таңда 5500
мыңнан астам балалар мен жасөспірімдер баратын тегін спорт секцияларын ашу бойынша жұмыс жалғасуда. Осы мақсатқа биылғы жылы 1,1 миллиард теңге қаражат жұмсалды. Облыста халықтың шамамен 42% дене шынықтырумен және спортпен белсенді айналысады. Бұқаралық спортты дамыту мақсатында ағымдағы жылы облыстық қалалар және мен аудандарында 4 хоккей корты мен 23 спорт алаңы, 2 жаттығу залы ашылды. 2022 жылы спорттық инфрақұрылымға инвестициялардың көлемі 6,8 миллиард теңгені құрады. Оның ішінде тартылған қаражаттың көлемі 105 миллион теңгені құрап отыр. 2023 жылы спорттық инфрақұрылымды дамыту бойынша жұмыс жалғасатын болады. Мен жетекшілік ететін салалардың жұмыс барысы осындай. Назарыңызға рахмет. Егер брифинг тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет. Ақпаратыңыз үшін рахмет. Мы переходим ко второй части нашей встречи. Мы собрали наиболее актуальные вопросы жителей региона. Позвольте их задать. Сколько медицинских объектов планируется построить в рамках послания президента Республики Казахстан в Костанайской области? Да, по поручению президента разработан это проект модернизации сельского здравоохранения. У нас на 23-25 годы в Костанайской области планируется построить 25 объектов здравоохранения именно в сельской местности. Это врачебные амбулатории, это фельдшерско-акушерские пункты и медицинские пункты. То есть, соответственно, от количества жителей сел будет уже определен именно, что будет построено. Больше всего у нас 10 из них будут построены именно в Костанайском районе. Кроме того, будут построены объекты здравоохранения в Аулюкольском районе, Карабалыкском, Камыстинском, Федоровском районе, Наурзумском районе, Мендогоринском, Узункольском, а также в районе имени Беймбета Марина, а также в селах, которые подотчетны, это городу Аркалык и городу Лисаковск. Рахмет. Благодарим за ответ. Следующий вопрос. При утверждении комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы были ли включены в перечень объектов, подлежащих приватизации субъекты естественных монополий? Да, изначально, когда комплексный план принимался, у нас в данном комплексном плане были субъекты естественной монополии, но нами было направлено ходатайство правительства, чтобы исключить данные объекты с комплексного плана, и согласно постановлению правительства, которое вышло в августе 2022 года, значит, все субъекты естественной монополии, которые были в плане приватизации, они исключены. То есть на сегодняшний день не планируется передача субъекта естественной монополии в конкурентную среду. Рахмет. Спасибо за ответ. Мы переходим к следующему вопросу. Балалар жылында жайлы мектеп ұлттық жобасы қабылданды. Біздің облыста ол қай аймақтарда жүзеге асырылады, және бұл мектептер басқа мектептерден несімен ерекшеленеді? Сұрағыңызға рахмет. Мен жаңа өзім айтып өттім. 25 жылға дейін Қостанай облысында жаңа 9 жайлы мектептің құрылысы жоспарланып отыр. 7,5 мың балаға арналған. Ол ең көбі осы біздің облыс орталығымызда Қостанай қаласында 1200 орындық мектеп жаңағы Бидеке шағын ауданында салынады. Одан басқа Қонай микрорайонында тағы да бір жайлы мектеп салынады, және аэропорт микрорайонында 9 орындық мектеп салыну жоспарланып отыр. Одан басқа 1200 орындық жайлы мектеп жаңағы Рудный қаласында салынады. 900 орындық Заречный ауылында салу жоспарлап отырмыз. Және Арқалық, Құшмұрын және Жітіқара қаласында 300 орындық жайлы мектеп салу жоспарланып отыр. Осы 23-ші, 24-ші, 25-ші жылдары 3 жыл көлемінде. Рахмет. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ. В области ежегодно проводится летняя спартакиада Целина. В 2023 году она будет проводиться в Алтынсаринском районе. Какие меры принимаются для подготовки спортивных сооружений района к предстоящим соревнованиям? Да, ежегодно проводится летняя спартакиада Целина. Вы знаете, в текущем году на хорошем уровне был проведен это в селе Камысты Камыстинского района. На 23 год запланировано в Алтынсаринском районе.
Подготовка уже идет несколько лет именно для проведения спартакиады в Алтынсаринском районе. В 2020 году был капитально отремонтирован стадион Силантьевка. Кроме того, при утверждении бюджета на 2023 год из областного бюджета выделены средства именно бюджету Алтынсаринского района. Это значит на ремонт спортивных объектов, на приобретение спортивного инвентаря, чтобы провести летнюю спартакиаду на высоком уровне. Благодарим за ответ. Скажите, пожалуйста, каковы изменения объемов финансирования проекта Аул Ел Бесігі с начала его реализации? Спасибо за вопрос. На самом деле программа Аул Бесігі у нас реализуется с 2019 года. Очень хорошая программа именно для сельских жителей. У нас в Кустанайской области большое количество сельских населенных пунктов. И что отрадно, по поручению президента и благодаря поддержке правительства ежегодное финансирование в рамках проекта Аул Бесігі увеличивается. Если, допустим, в 2019 году в рамках проекта Аул Ел Бесігі было выделено 2,2 миллиарда тенге, то уже на 2023 год депутаты наши утвердили бюджет, уже выделено более 10 миллиардов тенге. То есть за несколько лет объем финансирования в рамках проекта Аул Бесігі вырос практически в 5 раз. Вообще в планах все опорные, спутниковые и села с перспективой развития планируется охватить данными мерами поддержки. Рахмет. Спасибо за ответ, Ерлан Махмутович. Мы знаем, что в год детей на многие мероприятия были потрачены государственные средства. Была ли какая-либо помощь детям со стороны спонсоров? Да, действительно, наши предприниматели, наши жители области очень большую помощь оказали нашим именно детям в рамках объявленного «Год детей». По нашей информации, более 500 миллионов тенге именно спонсорских средств было потрачено на мероприятия именно в рамках Года детей. Это опять-таки, который только знаем мы. Кроме того, еще дополнительно в наших городах, сельских населенных пунктах многие наши предприниматели оказывали большую помощь. И со стороны местных исполнительных органов тоже было проведено очень много мероприятий, которые были приурочены именно к Году детей. Поэтому я хотел бы поблагодарить наших спонсоров, меценатов, наших жителей, которые не остались в стороне и тоже внесли свой вклад для качественного проведения мероприятий в рамках объявления Года детей. Рахмет. Жауабыңызға рахмет. Біз кездесуімізді сонымен аяқтаймыз. Мы завершаем нашу встречу. Ерлан Махмутович, благодарим вас за предоставленную информацию. Рахмет. Спасибо.